увидеть надо. Эх, как хочется окунуться в мир любви, красоты и доброты. Вернуться домой, в родные края, в родную деревню. Посмотреть на высокие горы, на поля, они словно море. На плывущие облака так и хочется сказать: вот это да, это ведь моя родина. Как много это значит. Как много это значит. Насладиться ее жизнью не хватит. Туған ауылын тыю менен, күңілді әйтіп те хүйлеп те аңлаталмадлы йылы хистәр сулға бала. Йөрәк ешырак тибә башлай. Һәм үзен дә аңламастан, уйдар канаттарында тауған яктарга табан килә. Бында һәр нәмә һинең күңелеңә якын һәм кадерле. Тауған ердің һәр үләне, сылтырап аккан шишмә тавышы, күккә албашкан тауда, һәм булак туйгыһы саф һава. Һәм иң мөһиме уның кешеләре, һинең тугандарың, һәм һәр береһе туганың да якын авыл кешеләре. Әйе, һагындыра туган яктар, туган авыл. Әгәр һагындырга әйтергә кирәк, Газиз, мин бик тә бәхетле кеше. 3-4 сәгатьтә туган яктарыма әбиялилемә һәр дигәнсә кайтып та етәмен. А вы, Эльбрус, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России». Вы тоже деревенский парень? Мен ауыл малайы. Кстати, свои первые штанги и гантели я собрал из деталей от тракторов и комбайнов. Тогда точно можно сказать, что нынешним мальчишкам повезло. У них сегодня есть оборудованные спортзалы. Әйе шулай. Шуныһы өйнесе, безнең авылдар көндән-көн матурая, яхшыра, яшәү шартлары ла яхшыра бара. Тап шулай, халыктың көн күреше турында хөкүмәтебез хәстәрлек күрә шул. Хәерле көн, хөрмәтле Ради Фәрит улы, хәерле көн, хөрмәтле кунаклар һәм Аек авыл республика конкурсында катнашучылар. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Именно сегодня вместе с вами мы подводим итог народного проекта «Трезвое село 2020». 2020 это 54 района, 2114 сел, 50 тысяч активных участников, 1000 волонтеров, 320 закрытых точек реализации алкоголя, 2000 спортивных и массовых праздничных мероприятий, сотни людей, снятых с наркологического учета, сотни классных часов и онлайн-лекций, 2000 обращений на специальную горячую линию, десятки тысяч пройденных скандинавской ходьбой километров, 1000 стрел Мергенуксы, попавших в цель, 1 республика и сотни тысяч граждан, изменивших свой взгляд на жизнь. Проект реализован Всемирным Курултаем Башкир на грант главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова при поддержке правительства и премьер-министра Андрея Геннадьевича Назарова. Ну что? Есть конкурс, есть и победители. На сцену приглашаются финалисты конкурса «Трезвое село 2020». Республика конкурсының финалына үткән 12 авыл беҙҙе сәхнәлә көтәбеҙ. Итак, друзья, встречайте самыми громкими аплодисментами финалист деревня Верхние Каргалы, Благоварский район Республики Башкортостан. Важно сказать, что в конце 19-го, начале 20 веков деревня славилась учебными заведениями, которые оказали очень большое влияние на развитие нашей республики. Бирген районы Бретәк авылы. Алкыштар менән каршы алыгыз. Әйткәндәй, был авылда алкоголь һату кибеттәрдә бөтенләй туктатылган. Продолжаем встречать финалистов самыми громкими аплодисментами. Деревня Таштимерово, Абзелиловский район. В рамках конкурса в Таштимеровском клубе открыли специальный спортивный зал. Там очень много делается всего классного. Тәтешле районы Шулган авылы. Һеҙҙең алҡыштар әйткәндәй, республика конкурстарында иң әүҙем ҡатнашыусылар.
Итак, наши финалисты. Деревня Нижняя Игбаева, Баймакский район. Кстати говоря, они авторы гимна конкурса «Трезвое село». Стәрлетамак районы Күсәрбай авылы, һеҙҙең алҡыштар, оҫталар менән дан тотҡан авыл. Встречаем еще одного победителя. Село Исимово, Кугарчинский район. Конкурс сплотил их настолько, что в селе возникли такие объединения, как «Сделай сам», Агнейдар Кара, Совет молодежи. Там даже есть оргкомитет села. Исемдәргә алҡыштар. Сираттағы финалға үтеүселәр Учалы районы Илсе авылы. Әйткәндәй, Илсе авылында үҙҙәренең ҡышҡы спартакиадаһы ла бар. Ул игры шакая, ягъни шакай уйындары тип атала. Алҡыштар менән ҡаршы алығыҙ. Встречаем на сцене победителей. Село Якутово, Куюргазинский район. Да, спасибо за ваши аплодисменты. Здесь, кстати говоря, в селе Якутово находится одноименное озеро Якут, и оно стало популярным среди туристов со всей нашей большой страны. Алҡыштарға лайыҡ. Ҡыйғы районы Ифке Мөхәмәт ауылын ҡаршы алығыҙ. Әйткәндәй, Ифке Мөхәмәт Башҡортостанда пляждағы волейболдың башҡалаһы икәнен белә инегеҙме һеҙ? Финалисты конкурса. Село Бахтыбаево, Бирский район. В Бахтыбаево ежегодно проходит народный фестиваль «Играй гармонь, душа народа». Там живет самый известный человек, который делает барабаны для всей страны. Күҙ алдына килтерәһегеҙме? Һәм инде, әлбиттә, аҙаҡҡы финалсы, әммә билдәлелек буйынса аҙаҡҡы ауыл түгел, Өфө районы Шамонин ауылы. Һеҙҙең алҡыштар. Шамонин тураһында кем белмәй инде. Әйткәндәй, ауыл үҙе айырым бер дәүләт һымаҡ. Унда төрлө милләт һәм дин вәкилдәре йәшәй. Давайте поаплодируем еще. Еще продолжительно, потому что вот здесь вот важно сказать. На сцене победители конкурса «Трезвое село 2020». Бөгөн һеҙҙең менән бергә, хөрмәтле дуҫтар, ошо күркәм залда Башҡортостандың төрлө төбәктәренән иң матур, иң данлы, иң өлгөлө, иң сәләмәт тормош алып барған ауылдарҙы бүләкләү тантанаһы үтәсәк. Дорогие друзья, уважаемые гости, слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Қайырлы күн, қадірлі достар. Барыңызға ихлас тәбрик етәм. Бүгін біздің бик мөһим конкурс егерсілерін қатысамыз. Добрый день, дорогие друзья. От души всех приветствую. У нас сегодня очень важный день. Мы подводим итоги, награждаем победителей. Я не побоюсь этого слова, скажу, самого народного конкурса, который у нас есть в республике, конкурса «Трезвое село». Я, знаете, вот, что хотел сказать. Я часто общаюсь с главами других субъектов, но и когда мы разговариваем, как об особенностях каждого региона, в котором работаем, я всегда заборываюсь, что говорю. Некоторые даже не понимают, вы знаете, у нас всего 38%. Раньше чуть больше было 40%. Все говорят, ну это же большая нагрузка на все определенная нагрузка всегда на бюджет, на субъект. Но я всегда с гордостью говорю, что вот мы очень дорожим тем, что у нас столь много села есть. Потому что село и люди, проживающие в селе, это душа народа. Это на самом деле душа народа. И, конечно, нам очень важно, чтобы наше село развивалось, чтобы появлялись новые семьи, рождались дети. А для этого, конечно, нам еще много работать. Но долгие годы уже идет, на самом деле, праздник, наш конкурс «Трезвое село». Но мы, мне кажется, вдохнули в него какую-то очень сильную энергию. И я вот помню, когда мы поставили акцент именно на то, чтобы все-таки нет в нашей культуре, нет в наших предках, не было в наших предков употребления алкоголя. А потом появились всевозможные суррогатные вещи. И мы поняли, что действительно где-то нам надо быть более энергичными, более жесткими, я бы даже сказал. Вот мы забыли это немножко, но я хорошо помню, почти 2,5 года назад, когда мне поступали жалобы с Савеловского района,
И были тяжелые факты, когда молодые люди умирали, просто убивались и умирали. И мы там почти войсковую операцию провели, когда вскрывали эти все точки. Сейчас этого нет уже. Но благодаря этому, что мы подняли, я точно понимал, что решить проблему эту, решить не одному или там силовыми способами невозможно. Нужно поднимать людей, чтобы люди сами сказали, нет этой заразе. И, на мой взгляд, у нас это получилось. И, конечно, проект конкурса «Трезвое село» нам здесь очень помогает. Я просто цифры хочу сказать, благодаря этой нашей совместной работе у нас в разы уменьшилось количество людей, умерших от отравления суррогатным алкоголем. Мы занимали первые места по количеству конфискованного алкоголя. Наши все склады были забиты этим конфискованным алкоголем, мы не знали, что с ним делать даже. Поэтому эту огромную работу мы с вами провели. Но это всего лишь маленькая часть работы. И смысл конкурса не в этом, и совсем даже не в этом. Это конкурс направлен на то, чтобы объединить людей, которые проживают. Они и так дружно между собой живут. Но была идея, что, наверное, можно найти какое-то объединяющее начало для того, чтобы люди стали еще чуть лучше жить. И я вот хочу сказать, что в прошлом году в конкурсе принимало участие 464 деревни и села. В этом году уже более 2000. Интерес очевидный, я даже по вашим глазам вижу. Наверное, еще после коронавируса все друг по другу соскучились, но вот я чувствую, что интерес очень большой. Потому что людям хочется жить лучше, людям хочется жить в мире и согласии. У нас огромная, большая республика. Конкурс на самом деле инициирован был Всемирным Курултаем Башкирии. Но в этом конкурсе принимают участие все народы, все люди, проживающие в нашей Башкирии. Это многонациональный конкурс. Сегодня мы смотрели и удмуртскую деревню, мы смотрели сегодня марийскую деревню. Принимают участие и татарские, и башкирские, и мордовские, и все деревни, и белорусские в том числе. Поэтому у нас такая большая дружная семья, это тоже очень-очень важно. Я, знаете, сегодня хочу сказать, что успех конкурса, успех многих вещей, это всегда один человек, который это делает. Я вот хотел, чтобы мы приветствовали Леру Ринатовну, потому что именно она вдохнула жизнь в этот конкурс и сделала его, на самом деле, очень ярким, очень интересным, очень востребованным. Я много могу говорить, но у нас это награждаемое. Я, конечно, завершая, хочу поблагодарить глав муниципалитетов, которые участвовали и организовывали этот конкурс, глав сельских поселений, сельские советы, общественные организации и жители. Это более 50 тысяч человек были вовлечены в это очень интересное, яркое и очень доброе, хорошее дело. Спасибо. Здорово. Итак, дорогие друзья, уважаемый Ради Халидович, мы приступаем к церемонии награждения. В категории «Малые села» с населением менее 300 человек. Третье призовое место занимает деревня Верхние Каргалы, Благоварский район. Им вручается диплом конкурса и сертификат на 2 миллиона рублей. Әйткәндәй, Каргалы авылында 236 кеше яшәй. Барыһын да ихлас күңелдән котлайбыз. Артабанда шундай әүдем булыгыз. Авыл, район һәм республика конкурсларында катнашып торган дип ихлас күңелдән теләйбез. Алкыштар. В категории «Средние села» с населением от 300 до 600 человек. Третье призовое место. Деревня Бритяково, Бурзянский район Республики Башкортостан. Они также награждаются дипломом конкурса, сертификатом на 2 миллиона рублей. Важно сказать, что в деревне проживает 440 человек. Я думаю, что каждый из них сейчас безумно рад. Мы свою радость выражаем аплодисментами. В категории «Большие села» с населением от 600 до 1000 человек. Третьего места удостоилась деревня Таштимерово, Абзелиловский район. Әбиялиләрдә ихлас күңелдән котлайбыз. Уларда 2 миллион һумлык сертификат менән, дипломда, конкурста еңү дипломы менән бүләкләнә. Әйткәндәй, Таштимер авылында 616 кеше яшәй. В категории «Крупные села» с населением от 1000 человек и выше. Третье призовое место занимает село Шулганово, Татышлинский район. Им также достается сертификат на 2 миллиона рублей.
Мы их от всей души поздравляем аплодисментами, безусловно. Шулган авылында яшәгән 1029 кешенең һәрберен ихлас күңелдән котлайбыз. Мы продолжаем церемонию награждения. Почетное второе место в категории «Малые села» с населением менее 300 человек занимает село Якутово, Куюргазинский район. Поздравляем якутовцев! Им вручается диплом участника конкурса и сертификат на 3 миллиона рублей. Артабанда Якут авылының данлыклы һавын барлык Рәсәйгә данын таратыр өчен бу акча кулланылыр дип ышанабыз. В категории «Средние села» с населением от 300 до 600 человек второго призового места удостоилась деревня Старомухаметова, Кегинский район. Иске Мөхәммәттә 501 кеше яшәй. Бұл авылда шулай ук конкурста катнашу һәм еңү дипломы һәм 3 миллионлык сертификат көтә. Продолжаем церемонию награждения. Второго призового места в категории «Большие села» удостоилось село Бахтыбаево, Пирский район Республики Башкортостан. Поздравления летят бахтыбаевцам. Әйткәндәй, Бактыбай авылы халыктар дуслыгының ысын мәгънәһендәге өлгеһе. Алкыштар, дуслар. Следующая категория «Крупные села» с населением от 1000 человек и выше. Второе призовое место. Деревня Шамонина, Уфимский район Республики Башкортостан. Поздравляем шамонинцев! Шамонин авылын икенче урын яулау белән котлайбыз. Бұл авылда 3298 кеше яшәй, уларга да 3 миллион сумлык сертификат тапшырыла. Для того, чтобы стоящие на сцене улыбались, им нужно аплодировать. Да, спасибо вам огромное за ваши аплодисменты. И пришло время назвать обладателей дипломов первой степени и сертификатов на 5 миллионов рублей. Итак, первое место в категории «Малые села». Победителем становится деревня Нижнеегбаево, Баймакский район. Молодцы, скандирует аудитория. Правильно делаете, поддерживаем земляков. Баймактарды котлайбыз. Следующая категория. Рахмәт. Средние села. Первого призового места удостоилась деревня Кучербаево, Стерлитамакский район. Күсәрбай авылы шулай ук безнең конкурсыбызның 5 миллион сумлык сертификаты белән бүләкләнә. Һәм инде конкурста еңү дипломы да уларның кулларына тапшырыла. Алкыштар, афарин. Торжественная, очень радостная обстановка. Спасибо вам за поддержку. Это бесценно. В категории «Большие села» на первом призовом месте село Исимово, Кугарчинский район Республики Башкортостан. Күгәрсен районы Исем авылындагы ярмәндәр әлеге вакытта залда. Афарин исемдәр, бында 720 кеше яшәй. Уларга шулай ук 5 миллион сумлык сертификат тапшырыла. Бұл сертификаттың һәрбер сумының да кадерен белергә, моратына йетергә һәм мәнфәгатен күрергә ятыр дип теләйбез. И, наконец, в категории «Крупные села» победителем становится село Ильчино, Училинский район Республики Башкортостан. Илсе авылында гомер иткән 1270 кешенең һәрберен ихлас күңелдән котлайбыз. Әлеге вакыттагы трансляция ашала. Илсе авылына шулай ук 5 миллион сумлык сертификат тапшырыла. Вот они, счастливчики, обладатели дипломов, сертификатов, победители. Я еще раз с удовольствием поздравляю победителей, конечно, участников, благодарю. Вот мы с Ильей Ринатовной в прошлом году, когда обсуждали, она нашла ко мне с инициативой. Говорит, маленький призовой фонд, мы в 10 раз его увеличили, да? Да.
Но вот 10 не в 10, если в следующем году будет также много людей принимать участие, то пределы нашей благодарности будут еще больше. Спасибо, Ради Фаридович. А можно попросить вас сделать совместную общую фотографию со всеми победителями, если вы не против? Друзья, мы еще раз поаплодируем всем тем, кто стоит на нашей сцене, тем замечательным людям, которыми гордится вся Республика Башкортостан. И, кстати, только ваши громкие аплодисменты могут сделать так, чтобы 100% победителей улыбалось прямо сейчас для фотографии. Давайте поаплодируем еще разочек. Ура! Бына улар республиканың иң айык авылдары. Спасибо вам огромное. Мы вас еще раз поздравляем, Ради Фаридович. Спасибо. Спасибо за проведение церемонии награждения. Әбет давам итәбез, хөрмәтле дуслар. Зур рәхмәт Ради Фарид улына. Афарин еңүчеләргә котлайбызларды. Ошондай өлгеле, бердәм, тату авылдар менән безнең республикабыз көчле инде. Безнең тамырлар авылдарда икәнен онытмайык. Авылдар безгә көч һәм дәрт бирә. Авылдарның уңган, эшһөяр халкы зур илебезнең нигезе булып тора. Авылдар безгә көч бирә, дәрт бирә, дарман бирә. Шулай бит, дуслар? Килешәгә алкышлагыз. Очень важно сказать, что этот проект, он еще больше сплотил население, подарил им отличное настроение. Собственно, сегодня вместе с вами мы в этом убедились. Дөрес, Лилия, кайф булганда, эш тә бара, эш булганда икмәк тә була, икмәк булһа, күңелдәр көр булыр, йырдар да ходылыр. Yakın gün ağıla, avılın uğramında, әллә ниндәй тылсым сер бар, шул гармон моңларында, ишеткәстә алып китә, ерак яктарга, күздә тулы, гармон моңлы, канатлы яшь сактарга. Любят петь у нас в селе и в городе, в песне раскрывается душа. Мы с гармошкой вечно будем молоды, тем она для нас и хороша. На сцене народный артист Республики Башкортостан Халид Фатихов и заслуженный артист Республики Башкортостан Азат Бекчурин. Гармончылар ансамбле һәм Ирәндек халык биюләре ансамбле. Баймак районы.
Народный ансамбль фольклорной музыки «Мирас», Илишевский район. Бактыбаева Кушталтина! Народный фольклорный ансамбль «Нур-Теледыш» сельского дома культуры села Бактыбаева и народный ансамбль народного танца «Беляночка», руководитель Диана Токарева, Кирский район. Образцово-хореографический коллектив «Виктория», Каташлинский район. Ансамбль гармонистов «Иркен», город Стерлитамак.
Замечательно. Вот так конкурс «Трезвое село» становится не только конкурсом здоровья, но и своеобразным творческим течением всей республики. Давайте аплодировать. Ваши аплодисменты, они нам очень нужны. Кстати, Лилия, ты знаешь, что есть 2 района, в которых буквально все села приняли участие в конкурсе «Трезвое село» в муниципальном этапе? Мы даже можем сказать, какие районы. Мы вполне можем сказать, мы даже можем догадаться. Кімдер олар, несе гуляйды? Әлбекте Байбақтар, әйкенсізі Хәбериян районы. Бұнда әрбір ауыл муниципаль этапта қатнашқан алқыштар. Огромное количество плюсов у этого конкурса. Благодаря конкурсу в социальных сетях стал очень популярен хэштег «Трезвое село 2020». Если кто-то вдруг не верит, что проходил такой конкурс, но вдруг на это не верит, можно отправить в социальные сети, набрать хэштег всех фотографий, всех участников. Именно там. И за это, кстати, тоже огромное спасибо. Что касается... Да, давайте, спасибо. Что касается социальных сетей и хэштегов, в последнее время также стал популярен хэштег «Дома». А ты следишь за ним? Я слежу за всеми хэштегами, которые только что озвучила. Согласен, я тоже за ними слежу. И, кстати, по инициативе главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова был запущен проект «Атайсал». Слышали о таком? Направлен этот проект на поддержку малой родины успешными выходцами из сел и городов. Если они примут участие в проекте и окажут дополнительную помощь своей малой родине, это существенно преобразит жизнь на местах. Благодаря хэштегам и интернету можно узнать много всего интересного. Главное, не забывать ставить хэштеги. Вот кто-кто, эти люди точно не забывают ставить хэштеги. Это активисты конкурса. Итак, по итогам активности оргкомитет определил 30 активистов, пропагандистов трезвого и здорового образа жизни среди интернет-пользователей в социальных сетях по установленным и уже названным хэштегам «Трезвое село 2020». И вот еще один, кстати, я не назвала. «Айкаул», правильно произношу? «Айкаул 2020». И этим замечательным людям, активистам, присуждаются дипломы правительства Республики Башкортостан и ценные подарки от Всемирного Курултая Башкир. Итак, уважаемые активисты, мы просим вас подняться на сцену. Мы готовы озвучить ваши имена. Аюпов Альберт Ринатулы, Шишме района. Рахмет итегез. Бакиева Аниса Мансуряновна, Илишевский район. Бегушева Лариса Вячеславовна, Хайбулинский район. Блохин Анатолий Иванович, Иглинский район. Где же вы? Поднимайтесь скорее, мы называем ваши имена и ждем вас на нашей сцене. Уялмагыз, интернетта әуден булган кебек әлелә әрһед булыгыз. Дәвам итәбез. Гайнулина Зөһрә Фидайылкыда, Аскын районы. Ганиев Ахмандвали Мирганович, Давлекановский район. Гарифуллина Кристина Юрьевна, Шаранский район. Герасименко Салима Алтынтемировна, Ишимбайский район. Дусмухаметова Фейруза Миндахметкада, Мәсетле районы. Зайдулин Бакиль Дукватович, Альшеевский район. Закирова Айгуль Рауфкада, Салават районы. Иванова Анастасия Алексеевна, Мишкинский район. Алкыштар белән каршылагыз. Кириллова Наталья Михайловна, Аургазинский район. Мигранов Габдулмажид Каримович, Бишбулякский район. Мюнирова Эльмира Халяскада, Бурай районы. Муртазина Фагиля Ахтамьяновна, Норимановский район. Нигматуллина Фидалия Байбулаткада, Мияке районы. Полозова Лариса Георгиевна, Белебеевский район. Сабитова Резида Разилкада, Кушнаренко района. Сатучина Альфира Шамилевна, Стерлибашевский район. Сахипова Эльмира Михайловна, Балтачевский район. Друзья, это активисты на сцене. Активисты достойны аплодисментов ваших самых громких. Активисты, но еще не все. Мы ждем на сцене Субхангулову Мархабу Мирзаяновну, Гафурийский район. Султанова Альбина Мирдалипкада, Краснокама района. Сурбан Зинаида Николаевна, Федоровский район. Хайдаршин Геннадий Дмитриевич, Калтасинский район. Херувимова Лалия Михайловна, Благовещенский район. Шамшурина Любовь Петровна, Янаульский район. Юмагужина Юлия Юнировна, Туванский район. Һәм Юнусов Фәнил Нуриман улы, Каривел районынан. Активисты. Самые активные люди, жители Республики Башкортостан, которые точно знают, как пропагандировать трезвый и здоровый образ жизни.
Для награждения участников конкурса на сцену приглашаются первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Вовченко Алексей Витальевич, а также заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, председатель президиума Всемирного Курултая Башкир Айткулова Эльвира Ринатовна. Здравствуйте. Добрый день. Прежде чем мы приступим к церемонии награждения, может быть, буквально несколько слов. Эльвира Ринатовна. Алексей Витальевич. Ну, друзья, если честно, республика просто удивила. Такого конкурса мы еще не видели. Я и от лица Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и вообще от наших федеральных чиновников, мы редко вообще спускаемся до уровня районов, так скажем, с наших московских небес, но тем не менее я теперь могу любому сказать, что такого конкурса нет ни у одного субъекта Российской Федерации. И когда меня будут спрашивать, как же все-таки страна может реализовывать национальный проект «Демография» и здоровый образ жизни, я скажу, друзья, поезжайте в Башкирию и посмотрите, как это надо делать. Спасибо вам за то, что вы сделали. Спасибо, Алексей Витальевич. Эльвира Ринатовна. Хөрмәтле Ради Фаритулы, хөрмәтле дуслар, хәерле көн. Бүген зур байрам, без уны озак көтеп алдык, шулаймы райондар? Добрый день, уважаемый Ради Фаритович, уважаемый Алексей Витальевич, уважаемые участники. Я могу сегодня только выразить огромную благодарность за ту совместную работу, которую мы с вами сделали. Благодарность лично вам, Ради Фаритович, и за увеличение фонда, и за вашу всемирную поддержку нашего движения. Благодарность правительству Республики Башкортостан. Я сейчас открою маленький секрет, о котором получившие сегодня, Ради Фаритович, из ваших рук сертификаты еще не знают. По положению конкурса, вы помните, что мы говорили, будут эти средства сидеть в государственных программах на 2022 год. Но вот принято решение, вы получите деньги в этом году. Поэтому большие слова благодарности вам, уважаемые активисты, потому что сегодня в интернет-среде мы должны сеять тоже доброе, вечное, чтобы было хорошего, позитивного контента. А трезвое село – это, конечно, про здоровый образ жизни, про хорошее настроение, про любовь к себе, к своим селам, про дружбу между народами, между селами. И, конечно, мы сегодня с большим волнением, не меньше, чем вы, готовились к этому мероприятию. Я всех поздравляю, всех активистов, все наши районы. И я знаю, коллеги, что вы уже начинаете готовиться к трезвому селу 2021 года, так? Да, поэтому всем удачи. И вы сегодня в первой половине дня вы нам предложили идеальный вариант проведения конкурса «Трезвое село» в 2021 году. Но мне кажется, Ради Фаритович, вот этот идеальный вариант еще добавил изюминку по увеличению финансирования. Обсуждался этот вопрос. Поэтому я думаю, на следующий год конкурс будет еще ярче, еще больше, а села у нас будут еще здоровее и будет больше рождаться детей, потому что наша с вами задача – это все-таки в первую очередь сохранять, приумножать наш народ, национальные наши проекты демографии исполнять и, конечно, радоваться каждому дню. И в этом году у нас с вами год здоровья, активного долголетия. Бахатлы булайык, одак яшайык. Рахмет. Спасибо вам огромное. Ну что, торжественный, волнительный момент для тех, кто стоит на сцене. Приступим к церемонии награждения, с вашего позволения. Ну а мы традиционно награждаем всех стоящих на сцене, всех победителей, активистов Республики Башкортостан самыми громкими овациями. Они им очень и очень нужны. Это то, что сейчас их поддержит. Проект барышында был аудием активисттар интернет кеңліктерінде конкурс барышы хөдімтәлер үткәрілген саралар турасында мәгълүматлар беріп барды. Әйткәндәй, ошо дипломдардан тыш безнең активисттарга шулай ук күн күрештә кәрәк булган бына ошондай кыйммәтле бүләктә дә тапшырыласак, алкыштар. Важно отметить, что перед вами патриоты, самые настоящие патриоты, они же активисты, которых мы сегодня, конечно же, благодарим за работу, за активное информационное сопровождение мероприятий, в том числе, а может быть даже в первую очередь в социальных сетях. Яна бер тапкыр алкышлайык әле безнең активисттарга, әүдем генә интернетта ядышкан, конкурс барышын яктыртып барган катнашучыларга. Әлбәттә, Yola boyunca, bizning гадәт boyunca hürmetli konkursta катнашучылар, еңүчеләр
яйлап кына сәхнәгә иркенләп торып, дөем фото төшү өчен әзерләнә башлаһагыз да була. Всем стоящим на этой сцене мы желаем, конечно же, не останавливаться на тех достижениях, которые у них есть к сегодняшнему дню, дальше больше. Но и как мы уже услышали, мы с вами готовимся к 2021 году. Непосредственно, может быть, даже в первую очередь с теми людьми, которые стоят на нашей сцене. Если представителя вашего села, вашего населенного пункта нет на сцене, то все впереди. Теперь вы знаете, на кого можно равняться. Ошо сәхнәлә торгыгыз килһә, киләһе елларда да яна бер тапкыр безнең еңүчеләрне алкышлап котлагыз әле, дуслар. Традиционная совместная фотография под ваши аплодисменты, потому что вы помните, да, только аплодисменты способствуют тому, что все стоящие на сцене улыбаются. Спасибо. Зур рәхмәт һеҙгә. Без дәвам итәбез. Тыуган еркәй алтын бишек. Тыуган бишек киң дөньяга ишек. Олы дөньяга аяк батһак та, тыуган еребез моңы колакта сыңлап торыр. Күңелдә калыр, һәр вакыт безнең яныбызда булыр. Әйдәгез, хөрмәтле дуслар, залга ултырайык үзебезнең урындарыбызга һәм артабанда безнең тамашабызга тамаша кылайык әле. Һеҙҙең өсөн Қорай моңы яңғырай, достар.
Нәгыйм Нуриманов, Күгәрсен районы. Курайда Башкортстандың халык, Рәсәйдең атказанган артисты Азат Аеткалов. Хөсейн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһының Курайсылар ансамбле Венер Сәйфетдинов. Башкортстандың атказанган артистлары Азат Биксурин, Илнур Хайруллин. Башкортстандың халык артисты Рушан Биктимеров. Нам дается один лишь миг, жизнью зовется он, и сорвется душа на крик у разбитых святых икон. Деревенька моя, деревенька, мой заросший забытый храм. Деревенька моя, деревенька, слезно машет рукою нам.
Помню, дед мой клепал косу, шутку умел загнуть, а потом, как его несут мимо окон в последний путь. Деревенька моя, деревенька, как с истоками рвется нить. Деревенька моя, деревенька, я тебя не смогу забыть. Над колоссом висит звезда, только кому светить будет сердце мое всегда. Мимо окон родимых плыть, деревенька моя, деревенька, из трубы улетевший дым. Деревенька моя, деревенька, здесь останусь я молодым. Нам дается один лишь миг, жизнью зовется он, и сорвется душа на крик у разбитых святых икон. Деревенька моя, деревенька, мой заросший забытый храм. Деревенька моя, деревенька, слезно машет рукою нам. Деревенька моя, деревенька, мой заросший забытый храм. Деревенька моя, деревенька, слезно машет рукою нам. Солистка Башкирской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Валентина Топочканова и народный ансамбль русской песни «Звонница», Куюргазинский район Республики Башкортостан.
ансамбль народного танца «Уралтау» Учелинской филармонии. Браво нашим артистам! Мына ошондай ижади сәм менән янып яшәйдәр, торалар башкорт авылдары, Башкортстандагы авылдар Айык авыл республика конкурсында. Ну что, мы готовы продолжить. В объявленный в Башкортостане год здоровья и активного долголетия мы подводим итоги самого народного конкурса, который, важно отметить, охватил все районы Башкортостана, а это 2114 сел и деревень. Именно такое количество приняло участие в нашем конкурсе. Безнеңчә алкыштарга лайык күрһәткәс, шулаймы? А мы напоминаем, что проект «Трезвое село-2020» реализуется на средства гранта главы Республики Башкортостан от Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан при поддержке правительства республики. За поддержку проекта выражаем благодарность главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову и премьер-министру правительства Республики Башкортостан Андрею Геннадьевичу Назарову. Да, мы сегодня с вами не перестаем аплодировать. Спасибо. Спасибо вам огромное. Ну что, продолжаем церемонию награждения. И прямо сейчас мы готовы озвучить имена тех замечательных людей, которые поднимутся на нашу сцену для получения своих наград. Итак, друзья, встречаем. Благодарственными письмами премьер-министра правительства республики награждаются Иванюта Андрей Иванович, глава администрации Белорецкого района. Хасанов Айнур Менисламович, глава сельского поселения Абзановский сельсовет Архангельского района. Валиахметов Радис Мирхатулы, Туймазы районының Ифке Туймазы ауыл советы башлыгы. Гиндулин Айдар Гайфулович, глава сельского поселения Новобердяжский сельсовет Карайдельского района. Башаров Ильшат Фаритович, глава администрации сельского поселения Новокабановский сельсовет Краснокамского района. Баймухаметова Лариса Арслановна, председатель исполкома Курултая Башкир Буздякского района. Галиахметова Эльмира Әнуәрқады, Кырмыскалы районы башкорттары Курултай рәисе. Амирханов Фанис Феданович, председатель исполкома Курултая Башкир Чекмагушевского района. Бикбулатов Ильгам Закирович, заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан. Кабирова Ирина Сафудиновна, начальник отдела по работе с муниципальными образованиями Ассоциации Совет муниципальных образований Республики Башкортостан. Давайте будем аплодировать больше и чаще, потому что это еще не конец списка. Гильмуддинова Гульнур Равиловна, ведущий специалист-эксперт Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Мы ждем на нашей сцене Ахмадеева Ирика Катиповича, ведущего методиста отдела межрегионального и международного сотрудничества Республиканского центра народного творчества. Конечно же, приглашаем на сцену тех, благодаря кому наш проект так популярен. Куратор нашего проекта. Член президиума Всемирного Курултая Башкир, профессор Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, заслуженный врач Республики Башкортостан и Российской Федерации Селия Шерифьяновна Мурзабаева. Ул һеҙҙең ауылдарға йөрөгән, һеҙҙең проекттарҙы ҡараған, алҡышлагыҙ уға ихлас күңелдән. Шулай уҡ сәхнәгә саҡырабыҙ бөтөн башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы, Башҡортостан Республикаһының кәңәшсеһе Рәсих Ағзам улы Хәмитов. Алҡыштар.
И также мы ждем на нашей сцене сотрудников аппарата Всемирного Курултая Башкир, Танзилю Рахимгуловну Кутлугильдину, Юлию Амировну Мурзабулатову, Минзию Софиуловну Каспранову, а также Гульназ Вакиловну Акназарову. Алкыштар менен каршылыгыз. Айык авыл 2020 проектын булдырусылар, ошо проект артында турусылар. Для вручения правительственных наград участникам конкурса на сцену приглашается заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр здравоохранения Республики Башкортостан Забелин Максим Васильевич. Добрый вечер, Максим Васильевич. Вот как вам удобно? Либо несколько слов сразу, либо к церемонии награждения. Ну, во-первых, действительно хочется сказать несколько слов, всех поприветствовать. По поручению Андрея Геннадьевича действительно пожелать вам не только слова благодарности, но и успехов. Конкурс продолжается, на следующий год будет еще более интереснее, больше призов. Но от имени всего правительства хочу пожелать вам действительно крепкого здоровья. То, что вы делаете, это приверженность здоровому образу жизни, это наши все здоровое питание, здоровый регион, здоровое будущее и, самое главное, здоровые наши дети. Спасибо вам большое за это. Спасибо, Максим Васильевич. Ну что, приступаем к церемонии награждения. Алкыштар менен котлап үтегез ошы бүгінгі котланусыларды. Улар булмаха Айык авыл 2020 конкурсы бүгінгі кебек, быелгы кебек сагау һәм матур булмас ине. Бүгінгі еңүчеләр арасында район башлыктары, авыл советтары башлыктары, шулай ук белгечләр, эксперттар һәм әлбәттә Бөтен Башкортлар Курултайының президиумы, башкарма комитет агзалары һәм аппарат белгечләре. Ихлас күңелдән уларны котлайбыз. Уларның эшләре уң, уларның эшләре изге. Аплодисменты, конечно же, не прекращающиеся только потому, что это тоже награда тем, кто стоит на нашей сцене. Они чувствуют нашу поддержку, наше с вами тепло и даже любовь. Это тоже можно сказать, озвучить, обозначить. Мөхәббәт дигән һүз белән бүгенге барлык кисәнәләр, барлык тантананы да тасвирларга була, чөнки был айык тормышка, сәламәт тормышка мөхәббәтне белдергән сара, шулаймы? Ну и так как мы видим огромное количество людей с телефонами в руках, не забывайте выкладывать в социальные сети фотографии, видео и, конечно же, ставить хэштег «Трезвое село 2020». И как мы репетировали, Айык авыл 2020. Аплодисменты. Да. И вот здесь, конечно же, традиционная совместная фотография. Если можно, да, Максим Васильевич, вы в центре. Всех награжденных мы просим подойти ближе. Не забывайте улыбаться. Сегодня самый настоящий праздник. Праздник для тех, кто находится в зрительном зале. Праздник для тех, кто в эти секунды стоит на сцене. Спасибо вам огромное за ваш труд. Мы безмерно вам благодарны. Спасибо. Зур рәхмәт сезгә, Максим Васильевич. Хөрмәтле еңүчеләр, хөрмәтле Айык авыл конкурсын булдыручылар. Беләгезме, Айык авыл конкурсын оештыру безнең авылдарда булган күп кенә үзенчәлекле коллективларда асыкларга ярдәм итте. Бына мәсәлән, Лилия, знаешь ли ты, что в нашей республике спокойно себе так творчески развивается целый коллектив песни, который состоит целиком из многодетных матерей? Спасибо сегодняшнему дню, спасибо церемонии награждения. Я узнаю, и многие сидящие в нашем зале познакомятся с этим коллективом впервые. Таныш булыгыз һәм алкышлап каршылыгыз Иен-Сура районынан Герой Әсәйдәр ансамбле һәм Башкортстанның ат калынган артисты Лилия Ишемиярова. Алһау йөҙлө ҡара ҡашлы Иен-Сура ҡыҙҙары. Эх,
Yığlab yaşaydır, yırlab deyip күңел аса күп балалы әсәйдер. Эх, лүрләр идәр, итәйәдерләр идәр. Эх, лүрләр идәр, итәйәдерләр идәр. Беҙҙең иләш матур бит ул, йәмлеме һинең яҡта. Һеҙҙең менән осрашыуҙар үҙе күңелле саҡта. Эх, лүрләр идәр, итәйәдерләр идәр. Эх, лүрләр идәр, итәйәдерләр идәр. Рәхмәт инде хөкүмәткә, яңы закон сығарҙы. Йәшәйем тигән кешегә тағы юнен сығарҙы. Эх, лүрләр идәр, яңы закон сығарҙы. Эх, лүрләр идәр, тағы юнен сығарҙы. Эй, бүле бул, бүдән әләй түлле бул. Айда тап, йылда тап, ябанмаған көндә тап. Эх, лүрләр идәр, бүдән әләй түлле бул. Эх, лүрләр идәр, ябанмаған көндә тап. Ауылдар бөтөп бара тик түрәләрҙе өтәләр. Үҙҙәре бала тапмайҙар, әллә нимә көтәләр. Эх, лүрләр идәр, итәйәдерләр идәр. Эх, лүрләр идәр, итәйәдерләр идәр. Башҡорттың аҙыл улдары, илдең матур ҡыҙҙары, матур тормош алып бара ауылың батырҙары. Эх, лүрләр идәр, илдең матур ҡыҙҙары. Эх, лүрләр идәр, ауылың батырҙары. Ғорур исем йөрөтәбеҙ, беҙҙе ҡытайҙар тиҙәр. Шул исемгә тап кешермәй табабыҙ тағы берәр. Эх, лүрләр идәр, йыйән сура ҡыҙҙары. Донъяға нур сәсәләр, данлы герой әсәләр. Эх, лүрләр идәр, йыйән сура ҡыҙҙары. Эх, лүрләр идәр, донъяға нур сәсәбеҙ. Һай, афарин, Йен-Сура ҡыҙҙары. Йен-Сура районы Иҙәш ауылынан герой әсәләр ансамбле һәм Лилия Ишемьярова. Итак, дорогие друзья, уважаемые гости, прямо сейчас мы раскроем секрет, кто же удостоен специальных призов, кому не хватило вот буквально чуточку, буквально немножечко для прохождения в список 12 победителей. Но, тем не менее, они показали себя очень ярко. Действительно, попасть на эту сцену и получить диплом участников республиканского конкурса «Трезвое село-2020» смогут все, кто стал финалистом муниципального этапа. А начнем награждение с номинацией «Самая поющая деревня». Для вручения спецприза на сцену также приглашаем заместителя председателя комитета по аграрным вопросам Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Байчурина Альфариса Салихьяновича. Альфарис Салихьянович, рахмет егет. Эгер телейхе дигән? Мөмкин. Если есть желание, можно пару слов. Хайырлы күн, хөрмәтле дуслар. Добрый день, уважаемые друзья. Мне сегодня выпала честь им вручить специальный приз именно деревни Идяш Янчуринского района. Просто коротко хотел бы сказать, это уникальный населенный пункт, где до сегодняшнего дня сохранилась, если можно сказать, мода на детей. Там проживает где-то 660 жителей, из которых почти 37% это дети до 18 лет. И сегодня, сейчас вот выступали многодетные матери. Вот в этой деревне 42 женщины носят громкое звание «Мать-героини», награжденные медалями разные периоды. Из них 27 медалей материнской славы. И вот как раз они выступали. Благодаря этому в этом деревне сохранилась вся социальная инфраструктура. Полная средняя школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, клуб, работают многие секции. Ну, вроде бы все есть, но мы думаем, что специальный приз позволит им построить дополнительную детскую игровую площадку, которая, я думаю, что на сегодняшний день востребована. Поэтому я их поздравляю с этой наградой, с победой. Спасибо. Максим Васильевич,
Мне кажется, что про обладателей этого спецприза вам тоже есть что сказать. Из ваших рук им особенно приятно будет получить этот приз. Если вы позволите, мы еще раз пригласим вас на нашу сцену под аплодисменты. Снова аплодисменты всех присутствующих в зале. Спасибо еще раз. Действительно, министерство немножко вложило в этот приз. И нам действительно отрадно, что дети живут, дети счастливы, родители не просто выполняют наш национальный проект демографии, но действительно работают и трудятся во благо республики, во благо Башкортостана. Ну что, в торжественной обстановке мы объявляем: специальным призом и дипломом участника награждается деревня Идяш, Зианчуринский район Республики Башкортостан. Идяш авылын ихлас күңелдән котлайбыз. Әлбиттә, был авыл безнең конкурстың иң йырлы авыл дигән махсус номинациясында, махсус призга лаек була. Иң йырлы әсәләр яшәгән авыл дисәк тә яңлышмаспыз. Гадәттәгесә, матур гына фото төшәбез. Иңүсләре иһә алкыштарга күмәбез. Спасибо вам огромное. Ну а у нас следующая номинация и следующий спецприз. Для вручения приза в номинации «Самое маленькое село» приглашаем на сцену начальника управления главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями Казимаслова Юрия Александровича, а также министра образования и науки Республики Башкортостан Хажина Айбулата Вакиловича. Алкыштар белән каршы алыгыз. Добрый день, уважаемые участники, дорогие наши земляки. Прекрасный конкурс «Аяк-Авыл», конкурс, который, наверное, имеет самое огромное воспитательное значение, патриотическое значение, потому что в трезвой семье растут счастливые, любимые и любящие дети. Я здесь прагматично смотрю на этот конкурс, потому что где трезвая семья, там рождается больше детей, там сохраняется больше школ, больше детских садов, многоголосие детской речи, счастливые детские глаза, поэтому наши учителя не останутся без работы. Всех с праздником! Ну и небольшой приз от Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Ну, то, что, наверное, важно всем детям. Уличный детский спортивный комплекс «Юный атлет», который ждет уже наших жителей Дюртюлинского района в магазине. Мы сегодня уже его Итак, победителем в этой номинации мы скоро объявим. А давайте, Юрий Александрович, выслушаем вас. Ну и кратко хотелось пожелать им, чтобы они из разряда «самое маленькое село» перешли в другую категорию. Итак, диплом участника республиканского конкурса «Трезвое село-2020» и специальный приз получает деревня Таш-Елга, Дюртюлинский район. Аяк-Авыл республика конкурсында иң бәләкәй авыл номинациясында иңүсе Дүртөйле районы Таш-Елга авылы. Киләсе елда Таш-Елга түгел, Таш-Күл, Таш-Диңгез булып килергә язган безнең конкурска. Итак, для вручения спецприза в номинации «Самая сплоченная деревня» на сцену приглашаем заместителя председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, координатора проекта партии «Единая Россия. Трезвый Башкортостан» Рустама Арифатовича Ишмухаметова и первого заместителя министра цифрового развития Государственного управления Республики Башкортостан Слепова Дениса Сергеевича. Әйдәгез, хөрмәтле кунакларны алкышлар белән каршы алыйк. Хәерле көн, хөрмәтле якташлар. Добрый день. Проекту «Трезвое село» уже 10 лет. Был период, когда он как-то вот
уходил почти в небытие, потом опять возрождался. Действительно, сегодня Ради Фарид сказал, благодаря Эльвире Натановне он получил такой вот очень мощный на уровне республики развитие, и сегодня еще высокая планка поставлена. Вот. Ну и являясь руководителем проекта «Трезвый Башкортостан», у нас более партийный проект, но мы больше занимаемся, конечно, по законодательству. Вы знаете, по нашей инициативе мы запретили продажу алкогольной продукции 1 сентября на День знания, День молодежи, в дни проведения Сабантуев, ну и так далее. Не буду здесь много говорить. По крайней мере, мы ждем от вас тоже предложений. Мы также готовы совместно работать. Ну и, конечно, победителям новых успехов. Рахмет, Муштар. Спасибо, Денис Сергеевич. Да, добрый день. Но от себя скажу, что то, насколько активно этот населенный пункт участвовал в конкурсе «Трезвое село», дает нам все основания полагать, что они смогут настолько же активно начать или еще продолжить прививаться, осваивать информационные технологии. И наш приз частично этому способствует, мы надеемся. Спасибо. Спасибо вам большое. Итак, специальным призом и дипломом участника республиканского конкурса «Трезвое село-2020» награждается деревня Каракашлы Шаранского района. Мы ждем на сцене представителя деревни Каракашлы для получения награды. Давайте вместе поздравим обладателей специального приза республиканского конкурса «Трезвое село-2020». Каракашлы, Шаранский район. Если можно фотографию, да, традиционно мы сделаем совместную фотографию. Еще раз поаплодируем победителям, обладателя этого спецприза. Спасибо. Спасибо вам огромное. Бикнур Рахмет. Әбед давам итәбез. Для вручения диплома участника республиканского конкурса «Трезвое село-2020» и спецприза в номинации «Самое дружное село» приглашаем на сцену заместителя министра торговли и услуг Республики Башкортостан Бикбулатова Ильгама Закировича. Ильгам Закирович, мы ждем вас на нашей сцене. Для вас звучат эти аплодисменты. Ильгам Закирович, рахмет егет. Уважаемые коллеги, мне посчастливилось в этом году принять участие с самого начала, как говорится. Ну, за данный проект хотел поблагодарить Курултай Башкир, под чьим руководством проводилось это. И вот по поручению нашего министра, как бы, есть награда самому дружному селу. Это село, сказать можно, да? Рахмет егет. Это Ермекеевский район, село Старотураево. Браво! Мы поздравляем самое дружное село. Они награждаются спецпризом. Село Старотураево, Ермекеевский район Республики Башкортостан. Айык авыл 2020 республика конкурсында был авыл иң дус, иң тату авыл дип табылды. Оларды ихлас күңелдән котлайбыз. Һәм әлбиттә Илһам Закировнан махсус бүләк алу менән дә тәбрикләйбез. Алкыштар, хөрмәтле дуслар. Илһам Закировлы, рәхмәт егез бергә фото сурәт төшерүгә. Фотографию. Не торопитесь Сәхнә уртаһына уходить. иркенләп батыгыз. Әдә төшерәләр. Алкыштар безнең еңүчеләргә. Рахмет. Итак, для вручения... Можно Конечно, вам можно все. Хайырлы көн, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле Эльвира Ринатовна. Мин чын күңелдән үзебезнең Иске Турайол Советы хакимияте исеменнән, үземнең исемнән сезгә зур рәхмәт әйтәсем килә. Шуннан да шушы проект аркасында безнең халык күпме чараларда катнашты. Үзләренең телевизорга карап ятуларын оныттылар. Күпме бәйрәмнәрдә без күпме файдалы, сәламәт эш эшләдек халык өчен. Зур рәхмәт. Алда да шундый проект дәвам итсен. Уңышлар барыбызга да сәламәтлек булсын. Халкыбыз шатланды. Җиңмәсәк тә, Алла бирсә алдагы елларда җиңүләр көтсен безне. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт үдегезгә. Был конкурста һәр авылда еңүсе. Шулаймы?
Итак, для вручения спецприза в номинации «Самая творческая деревня» мы приглашаем на сцену депутата Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Хисматуллину Розалию Софиуловну и заместителя министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан Гайдук Яну Александровну. Hürmetli qonaqlar, hürmetli dostlar, armayбыз. Bizning alqışlar тамаша башындагы кебек әүдем, дәррәү һәм ялкынлы булырга тиеш. Кунактарыбызны каршы алыгыз. Розалия Софиуловна, рәхим итегез. Хайрлы көн, добрый день. Уважаемые участники проекта «Трезвое село», я вам желаю, вам и той деревне, которая сегодня сейчас выйдет на эту сцену, не нарушать принципы трезвой жизни, здорового образа жизни, передавать эти свои принципы следующим поколениям и, конечно же, еще привлекать соседей, поделиться своим опытом. Всем добра, всем счастья, благополучия и процветания нашего проекта «Трезвое село». Яна Александровна, да, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Хотелось бы сказать, что проект «Трезвое село» имеет огромное значение для нашей молодежи. Ведь Башкортостан – это молодежный регион, и каждый третий житель нашей республики – это молодой человек. И, естественно, здоровая молодежь – это основа конкурентоспособности нашей республики. Поэтому огромное спасибо хотелось бы сказать в первую очередь муниципалитетам, всем вам, кто принял участие в этом проекте. Большое спасибо руководству и Всемирному Курултаю Башкир. Здоровья всем. Спасибо. Итак, специальным призом награждается деревня Кирюшкина Федоровского района. Аплодисменты. Специальным призом эта деревня награждается в номинации «Самая творческая деревня». Также получает также диплом участника республиканского конкурса «Трезвое село-2020». Hürmetli dostlar, Элягат Кирюшкина ауылына алкышлайгылы. Исеме ниндей матур, айеме Кирюшкина. Вот я тоже позволю себе сказать, по-моему, это населенный пункт с самым милым названием Кирюшкина. Дүйім фотоға төшеу һәм әлбетте алкышлар. Зор рахмат сезгә, Розалия Софиуловна, Яна Александровна, спасибо вам большое. Для вручения диплома участника республиканского конкурса «Трезвое село-2020» и спецприза в номинации «Самое предприимчивое село» на сцену просим подняться заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Таболину Анну Николаевну, а также заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Николая Павловича Ельникова. Алкыштар, хөрмәтле достар. Арымайбыз. Без бит аяк авыл конкурсында катнашучылар. Ни дисәң дә? Не вижу своего коллеги. Могу начать? Да, конечно. Добрый день, уважаемые друзья. Наше министерство было включено в этот проект тоже с самого начала. Мы почти все в нем участвовали в той или иной степени. Если для Айболата Вакиловича проект – это работа для учителей, то для нас трезвые семьи – это, безусловно, спокойные семьи. Это там, где нет неблагополучия, и для социальных служб меньше работы, для нас меньше трагедий. И поэтому очень горжусь тем, что такой конкурс у нас проводится. И, безусловно, мы как министерство будем включаться с каждым годом и максимально оказывать содействие в том, чтобы как можно больше сел были трезвыми, дружными и, естественно, с хорошей рождаемостью. Спасибо. Итак, специальным призом за активное участие в республиканском конкурсе «Трезвое село-2020» награждается село Шигаево, Белорецкий район Республики Башкортостан. Да, и наш спецприз – это цветной принтер для сельского поселения. Замечательный, очень нужный подарок. Әлбиттә. Здорово. Хәзер Шыгайдар үз көстәре менән полиграфик төрле продукция һәм
айыклыкка өндәгән плакаттар сыгарасыздар. Шигайдар Афарин, Айык авыл 2020 конкурсында улар иң булдыклы авыл дип танылды. Ну что, мы движемся дальше. Для вручения спецприза в номинации «Самая спортивная деревня» на сцену приглашается заместитель министра культуры Республики Башкортостан Алтынбаев Ранис Раисович и генеральный директор Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан Люция Какимовна Юлуева. Добрый день, уважаемые друзья. Проект «Айык авыл» действительно он воплощает и объединяет всю нашу республику. И мы от Министерства культуры дарим сертификат на создать при деревне Нижнего участка сельского поселения, участка сельского совета Белокатайского района, чтобы создали ансамбль кубузистов. Яңа ансамбль барлыкка киләсәк димәк тиздән безнең республиканың мәдәни майданында. Люция Кахим-кызы, рәхмәт итегез. Добрый день, уважаемые участники, победители и конкурсанты Трезвого села. Этот конкурс действительно старт получил тогда еще, когда получил грантовую поддержку главы Республики Башкортостан. И нам, как фонду, очень приятно быть в числе помощников, которые позволяют реализовывать такие важные, нужные для республики проекты. Спасибо большое Курултаю Башкир за образцовую реализацию. Очень приятно смотреть, как это красиво, торжественно сегодня, насколько большой охват. И действительно, Республика Башкортостан теперь может смело быть передовой в Российской Федерации и делиться этим опытом со всеми регионами. Рахмет. Итак, село Нижнеутяшево Белокатайского района награждается специальным призом конкурса «Трезвое село-2020». Һеҙҙең алҡыштар, дуҫтар. Ранис Раисовна әйтеп ҡуйҙы инде, Балакатай района был махсус приз тапшырыласаҡ. Хатай тигән һүҙ булғас, был районның исемендә әйтмәй булдырылмағандыр. Ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ Түбәнге Үтәш ауылын. Принимайте наши поздравления, занимайте места в зрительном зале. Мы переходим к следующей номинации. «Самая креативная деревня». Мы просим подняться на сцену заместителя руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан Марата Асхатовича Газизова и заместителя председателя исполкома Всемирного Курултая Башкир Расиха Акзамовича Хамитова. Марат Асхатович, рахмет итегез. Хайырлы кес, кадерле достар. Добрый день, уважаемые участники этого шикарнейшего проекта «Трезвое село». Проект – это одна из самых любимых тем для наших средств массовой информации. Информация о нашем проекте выходила и на федеральных телеканалах, вы, наверное, это видели. И мне сегодня очень приятно среди награжденных было видеть на сцене и наших коллег, редакторов. Я поздравляю всех с этим замечательным проектом. И мне очень приятно, что сегодня награждается, насколько я знаю, деревня, которую я знаю, в которой я был. Это на самом деле очень креативный населенный пункт. Несмотря на то, что находится достаточно далеко, в лесу, в центре деревни стоит настоящий самолет. Поэтому я желаю всем высокого полета, замечательных высот, достижений, не останавливаться на достигнутом. Хайырлы күн, республика халқы, ошо шарала катнашуучулар, дорогие участники. Конечно, исполком Курултай Башкир от всей души поздравляю в целом Всемирный Курултай Башкир. В вашем лице мы обрели много друзей и много непростых участников. Сам был участником ряда мероприятий. Вот сегодня говорили по всем, это народный праздник. Никто никого не заставляет, а просто люди выходят и хорошеют села, хорошеют наши ручьи и так далее, и так далее. Поэтому спасибо всем участникам. Я желаю вам всем здоровья и благополучия. Спасибо. Зур рахмет. Марат Асхатович, спасибо, что создали интригу. Итак, в каком же селе находится самолет? Деревня Саляхова, Зилаирский район Республики Башкортостан.
Спецприз в номинации «Самая креативная деревня». Вместе со специальным призом мы всем участникам нашего конкурса также вручаем диплом участника конкурса «Трезвое село 2020». Алкыштар, хурматлы достар. Зур рахмат. Для вручения спецприза в номинации «Самое гостеприимное село» и также диплома участника республиканского конкурса просим подняться на сцену исполнительного директора Ассоциации Совет муниципальных образований Республики Башкортостан Нурисламова Бориса Шарафгалиевича, а также члена Президиума Всемирного Курултая Башкир Фанита Насиповича Муратбакиева. Фанит Насипулы, Борис Шафаргалиевич, рәхмәт итегез. Хөрмәтле дуслар, алкышларга онытмайбыз. Хайырлы көн, хурматлы дуслар. Дорогие друзья, позвольте мне от имени всех муниципалитетов нашей республики поблагодарить главу Республики Башкортостан, уважаемого Ради Фаридовича Хабирова, за тот интереснейший и уникальнейший проект. Все благодарны нашим муниципалитетам, все служащие. У нас в республике 818 сельских поселений, 54 сельских районов, 9 городских округов и 14 городских поселений. Такая активность из года в год, география увеличивается. На самом деле качество каково. И сегодня, безусловно, это уникальнейший праздник, с чем я вас поздравляю. Удачи, здоровья. На самом деле сегодняшние наши достижения – это всенародные, долгожданные. Надеемся, и в будущем будут прекрасные. Наши праздники, наша жизнь. Спасибо большое. Қадірлі туғандар, яқташтар, сізді бітәгілі кәрәк, матур, байрамға құтлайым, сіздерге оңаш, хаулық тілейім, айнығайық, алға барайық. Амин, шулай болған. Ну что, приступаем к церемонии награждения. Если можно, мы вас приглашаем в центр нашей сцены. А мы с подарком тоже, да. Пожалуйста, позвольте вручить. Это, знаете, это настолько важно, что я даже растерялась. Сначала обрадовалась, потом растерялась. Подарок достанется не нам, а победителю в этой номинации. Спецприз достается селу Ильино-Поляна, Благовещенский район Республики Башкортостан. Валентина Александровна. Эфирге төшерәбез Благовещен районы Ильино-Поляна авылы иң кунаксыл авыл дигән номинацияла махсус призга ия була. Спасибо вам огромное, принимайте наши поздравления. И, друзья, для вручения спецприза в номинации «Самое патриотическое село» на сцену приглашается директор научно-производственного центра по охране культурного наследия Республики Башкортостан, член исполкома Всемирного Курултая Башкир Данир Ахмадеевич Гайнулин. И именно он сейчас назовет имя номинанта на «Самое патриотическое село». Қауымағыз, құрметлі милләттәштәр, мына ошы конкурс барышында тарихи құмартқылардың хақлау бойынша, өдерінің шәжәрәләрін эшләү бойынша біздің яқташтарыбыз Стәрлебаш районының Қабақош ауылы бик зур эш күрһәтте. Уларның бик борынгы шәжәрәләре бар. Тәтегәс бейдән біздің юрматалардың иң күренекле бейдәреннән алып килгән шәжәрәләре. Һәм шуға күрә без уларны тарихи құмартқыларын хақлаусы ауыл дип игълан итәбез һәм якташтары исеменнән ауыл клубына 100 меңлек акустик аппаратура бүләк итәбез. Бик шәп бүләк Стәрлебаш районы Кабакош авылы. Һезнең алкыштар үзләренең тарихи құмартқыларын өйрәнүдә, шәҗәрәләр төзүдә, патриотик яһәттән яшьләрдә үстерүдә иң шәп авыл дип тарала Аек авыл 2020 конкурсы шартларында. Всем тем, кто только что был на нашей сцене, они удостоены номинации, им совсем чуточку не хватило для победы в конкурсе, но все еще впереди. Еще раз поздравим всех тех, кто только что получил свои дипломы. Дипломы участника. Сын мәгънәһендә лайыклы бүләкләр шулаймы килешәгезме безнең менән? Достойные
призы, достойные подарки. Вот видишь, Лилия, «Трезвое село» — это конкурс, который побуждает в селах не только тягу к здоровому образу жизни, но еще и к предприимчивости, к изучению своих корней, а также, конечно же, к культуре и к развитию самодеятельного творчества. Один из ярких примеров этого творчества мы сейчас увидим на сцене, уважаемые друзья. Итак, встречайте, перед вами образцовый ансамбль народного танца «Дарман» Шамонина. Дарман халық бейбітары үлгілі ансамблі Шамонин ауылы. Сал уралдың гүл бинегі, әбиелил туған илем, ата-бабалар түйегі, ғазизден ғазиз ерім. Әбиелилім туған ерім, матур урман қырғарым, еңе арнап, еңе дарлап, яңғырай менің ерғарым. Ен шишмәләй, еңгә шифа, сылдырап аққан
Җиткәннәрен данга хаклы Йөдең якты бүгендә Үлмәс йондыз булып балкыр Башкортстан күгендә Әбиялилем туган ерем Матур урман кырларым Иңе арна, иңе данлап Яңгырай минең йырдарым Әбиялилем туган ерем Матур урман кырларым Иңе арна, иңе данлап Яңгырай минең йырдарым Мунсык вокал ансамбля Әбиялил района. Ну что, мы продолжаем церемонию награждения. Для вручения благодарственных писем Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации на сцену приглашается депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Зариф Закирович Байгускаров. Хаумагыз, достар, тугандар, якташтар, мен ошо хатлың шундай саф көңілле, аяқ ауылдан келген аяқ кішәді өмірінде бірінші тапқыр көрем. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, земляки. У нас в стране две основные, на мой взгляд, проблемы – это пьянство и демография. Если мы их не победим, будущего у народа не будет. И одна из таких, я считаю, шагов, очень таков большой сделан именно благодаря проекту «Трезвое село» в Республике Башкортостан. Я об этом проекте много рассказывал в Государственном руководству Думы, своим коллегам, и все очень удивились, узнав, что есть такой проект, и такого проекта, поверьте, уважаемые друзья, нет нигде. Мы должны этим заниматься. И основное, то, что сегодня вот получили награды, это, да, большой стимул, это огромный ваш труд, это труд, прежде всего, Всемирного Курултая Башкир, его руководитель Эльвиры Ринатовны, каждого главы района, главы сельского совета, старосты, общественных объединений, потому что все работали вместе. И вот результат. Те, кто не прошел, не надо отчаиваться. Есть следующий год, значит, вы должны анализировать и заниматься над этими, может быть, недоработками, может быть, маленькими недоработками, но все-таки они были чуть лучше. И считаю, что основным, если же вы все равно победили, не надо расслабляться. Вы взяли не только средства из бюджета республики, но и вы взяли на себя огромную ответственность. Вы должны быть примером для всех остальных, потому что вы носите имя, такое гордое имя, звание Аяк Ауэл. И все будут на вас смотреть. Если, не дай бог, кто-то будет там пьянством заниматься, скажут, вот они получили награду, и что у них творится. И поэтому, уважаемые друзья, вы должны также усиленно все совместно работать, чтобы в наших деревнях жили люди трезво. Потому что, повторюсь, без этого у нас народа будущего не будет. Поэтому всем вам еще раз спасибо. Знаете, вот очень было приятно видеть, когда приезжаешь в села. Я очень много сел обошел, в том числе село Исимово, сегодня вот победителя своего родного Кугарчинского района. Люди сплотились, люди вместе работали, и люди занимались не только, чтобы были все трезвые, а люди занимались обустройством сел, чтобы там все было покрашено, чтобы не было мусора, все почистили, и это здорово. Мы должны быть в России самым лучшим субъектом, самой лучшей республикой. Наши деды первым получили автономию в нашей стране. По нашему пути все остальные пошли, и мы здесь тоже должны быть лучшими. Что касается демографии, я думаю, что сегодня у нас вот представляют многодетные мамы из села Идяшево Зианчуринского района. У кого не получать демографию, надо приехать к ним, они покажут, расскажут, как нужно решать демографию. Спасибо, Байрамна. Ну что, приступаем к церемонии награждения за активную гражданскую позицию и личный вклад в продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Награждается благодарственным письмом глава администрации Зилаирского района Борис Николаевич Мелкоедов. Ошондай ук бүләк менән Янсура районы хакимияте башлыгы Юланов Дамин Марат улы бүләкләнә. Рәхим итегез. Сәхнә түре һезне көтә. Благодарственное письмо Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации вручается главе сельского поселения Аптраковский сельсовет Мелеузовского района. Мы приглашаем на сцену Зуфара Фанилевича Гемалединова. Зөфәр Фәнил улы, ихлас күңелдән котлайбыз. Артабанда ошондай уңышлы эшләргә язган. Ну и, конечно, мы не можем не отметить этого человека. За активную гражданскую позицию и личный вклад в продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей награждается глава администрации Аскинского района Дихин Ришат Маратович. Посмертно. Диплом получает вдова Ришата Маратовича Дихина Гульназ Разифовна. Зур рахмат сезгә. Уважаемые коллеги, Ришат Маратович был человеком, который болел за свою республику, болел за свой родной Аскинский район, за каждую деревню, за каждого человека. Потому что я помню, как он отстаивал интересы своего района, каждого села. И, конечно, очень жаль, что такие люди у нас уходят очень рано. Светлая ему память. Әлбиттә, Аскын районы халкы Ришат Марат улының яқты истәлегенә тап төшермәй, ошондай айык авыл кебек конкурсларда катнашуын дәвам итер. Инде безнең хөрмәтле кунагыбыз Зариф Закир улы Байгускаров бүгенге тантанабызга буш кул менән генә килмәне. Зариф Закир улы, рөхсәт итһәгез, безне таныштырайык. Һезнең коллегаларыгыз Рәсәйнең Дәүләт Думаһы депутаттарынан видео котлау, игътибар экранга. Трезвый ум, здоровое тело – это залог здоровья не только вас, но и ваших детей и будущего нашей страны. Удачи вам, вы молодцы! Хотел бы, пользуясь случаем, поприветствовать всех земляков, жителей Башкортостана, пожелать здоровья, счастья, любви и здорового образа жизни. Я передаю привет всем жителям замечательной республики Башкортостан. Я ознакомился с вашим проектом «Трезвое село». Хочу сказать спасибо органам власти в субъекте Башкортостан за то, что они создают такие условия. А главное, тем жителям, которые понимают, что жить здорово – это жить трезвым, растить своих детей, зарабатывать средства, радоваться жизни и беречь свое здоровье. Спасибо большое вам за этот замечательный проект. Спасибо огромное. Мы благодарим депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации за это видео. Поздравления, видео, привет. Зариф Закир улы Башкортостандан да Дәүләт Думаһы депутаттарына бездән сәлам иткерегез. Башкортостан республикаһы бар Рәсәйдә лә айнытыр әле дип әйтергез бездән ихлас күңелдән. Шулаймы, дуслар? Итак, мы готовы продолжить. Очень важно сказать несколько фактов о главном организаторе республиканского конкурса. Всемирный Курултай-Башкир в 2020 году отметил свой 25-летний юбилей. Всего башкирские национальные общественные организации созданы в 70 городах и районах республики, в 36 субъектах нашей страны, в 27 странах мира. Башкортлар кайда гына юк. Билүгезсә, 2020 ел Бөтен башкортлары курултайы башлангысы менән башкорт теле елы дигән максатлы ел астында үтте. Инде 2021 ел башкорт тарихы елы дип игълан ителде. Благодаря им активно проходят съезды и иины башкирских родов. Реализуется проект «Без башкортлар».
Һәм әлбиттә Айык авыл конкурсы 2011 елга тиклем үткәрелде һәм 2019 елда Бөтен башкортлары корылтайы көсе менән яңынан тергеделде. Һез моны бик яхшы беләһегез. Һәм әлбиттә Айык авыл 2020 конкурсы Бөтен башкортлары корылтайының президиумы һәм башкарма комитеты әгъзаларының бик тыгыз гына күзәтүе астында үтте. Һәрберегезнең авылларында улар булды, тикшерде, проектларыгызны баһалана һәм әлбиттә бүген иң әүдем авылларны безнең президиум әгъзалары ла бүләкләячәк. Как мы уже успели заметить, в конкурсе «Трезвое село» принимало участие более 2000 сел и деревень Республики Башкортостан. Прямо сейчас на сцену мы приглашаем представителей самых активных сел и деревень, которые участвовали в конкурсе. Мы готовы их озвучить. Хөрмәтле дуслар, сәхтәгә безнең яктан караганда, һул яктан, үдегедән караганда, уң яктан баскычлар буйлап үтегез, рәхим итегез. Әлшәй районы Ташлы авылы. Село Абзаново, Архангельский район. Аскан районының Урыяд авылы. Деревня Таштамак, Аургазинский район. Бакалы районы Туктагол авылы. Деревня Кундашлы, Балтачевский район. Село Надеждино, Белебеевский район. Село Ознаево, Бишбулякский район. Бүздәк районы Каңны-Төркәй авылы. Деревня Тугаряково, Бураевский район. Бына ошо 10 авылдың вәкилләрен сәхнәгә үтүен көтәбез, рәхим итегез. Һеҙгә, хөрмәтле дуслар, алҡыштар менән ҡаршы алығыҙ. Айыҡ ауыл 2020 республика конкурсында иң әүҙем ҡатнашҡан авылдар. Представители этих сел и деревень награждаются дипломами за участие в республиканском конкурсе «Трезвое село 2020». Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле еңеүселәр һәм ҡатнашыусылар, дипломдарығыҙ һеҙҙе көтә, уларҙы ихлас алығыҙ һәм беҙ иһә һеҙҙе фотоһүрәткә төшөрөп, артабан бүләкләүҙе дауам итербеҙ. Алҡыштар! Вы можете забрать свои дипломы прямо сейчас из рук нашей наградной группы. Берите в руки, но мы попросим вас остаться на сцене, если можно. Сәхнәнең алғы түрен зинһар өсөн һеҙҙе саҡына бушатып, артҡараҡ күсеүегеҙҙе һорайбыҙ. Беҙ иһә иң әүҙем ауылдарҙы сәхнәгә саҡырыуҙы дауам итәбеҙ. Шулай итеп, рәхим итегеҙ, Ғафури районы Красноусол авылы. Деревня Соколовка, Давлекановский район. Ариева, Дуванский район. Село Колтыманово, Иглинский район. Илеш районы Дөмәй авылы. Деревня Алакаева, Ишимбайский район. Деревня Малакачакова, Калтасинский район. Деревня Шамратова, Карайдельский район. Хырмыҫҡалы районы Ифке Муса ауылы. Мы приглашаем на сцену представителя села Новокабаново, Краснока... Что ж вы стоите-то? Мы же ждем вас на сцене, смелее! Һеҙ иһә алҡышлағыҙ, ниңә әрһеҙләнеп торалар тип уйлайһығыҙ? Сөнки һеҙ алҡышламайһығыҙ. Село Новокабаново, Краснокамский район. Рәхим итегеҙ, бына улар сираттағы 10 иң әүҙем ауыл. Улар һеҙҙең алҡыштарҙы көтә. Көттөрөүен юҡҡа ғына сығармайыҡ. Вы можете также получить дипломы из рук нашей наградной группы. Айыҡ ауыл 2020 конкурсында иң әүҙем ҡатнашҡан ауылдарға ошондай ҡатнашыусы дипломдары тапшырыла. Алҡыштар һеҙгә, афарин, артабан да шулай уңышлы эшләүегеҙҙе дауам итегеҙ. Ну и мы готовы пригласить на сцену еще одну группу за дипломами участника. Деревня Верхнесаитово, Кушнаренковский район. Мәләвез районы Муллағол ауылы. Рәхим итегеҙ сәхнәгә. Деревня Сулейманово, Мечетлинский район. Деревня Сосновка, Мишкинский район. Село Ильчегулово, Миякинский район. Деревня Староберючево, Нуримановский район. Деревня Новосюрюкаево, Салаватский район. Туймазы районы Ифке Туймазы ауылы. Мы ждем на сцене представителя села Абубакирова, Хайбулинский район. Село Тузлукушево, Чекмагушевский район. Село Караякупово, Чешминский район. Һәм әлбиттә, село Орловка, Янаульский район. Һеҙҙең алҡыштар, бына улар сираттағы 10 иң әүҙем ауыл. Уларҙы шулай уҡ беҙҙең республика конкурсында ҡатнашыусыларҙың дипломдары көтә. Рәхим итегеҙ, ҡыҙҙар. Әлбиттә, беҙҙең ҡыҙҙарға ла алҡышлайыҡ әле, хөрмәтле дуҫтар. Улар да бөгөнгө көндә алҡыштарға лайыҡ. Беҙҙең кисәбеҙҙе емләгәндәр өсөн. Һәм ошо уҡ алҡыштар, ошондай уҡ алҡыштар беҙҙең
Айык авыл 2020 конкурсында катнашкан иң әүдем авылдарга. Девушки вручают дипломы участникам конкурса. Мы напоминаем, что это дипломы за участие в республиканском конкурсе «Трезвое село 2020». Әле таралышмагыз, хәзер матур гына фотосурәткә төшербез, уга тиклем. Для приветствия участников конкурса и награждения мы приглашаем на сцену членов Президиума Всемирного Курултая Башкир Салию Шерифьяновну Мурзабаеву и Хурматулу Газалиевича Утяшева. Хурматлы Газали улы, Салия Шерифьян кызы рәхим итегез. Алкыштар менән каршы алыгыз. Хөрмәтле достар, тугандар, хәерле кич барыгызга. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Конечно, этот день волнительный для каждого из нас, потому что каждый из вас внес свой вклад для того, чтобы этот проект состоялся, для того, чтобы об этом проекте узнали везде, как сегодня говорили основные выступающие. Но наша задача с вами не только борьба за трезвость, наша с вами задача главная – это повышение гражданской активности. Мы в первую очередь ставили свою цель, чтобы никто не оставался равнодушным к тем проблемам, которые есть на сегодня. Одно государство не может решить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Наша с вами задача, чтобы күмәкләп, бергәләп решали все вопросы. Юкка гына бөтен дөнья башкортлар курултайының девизы «Бердәмлектә безнең көч, шулай бердәм булып калайык». И хочу завершить, во-первых, словами благодарности каждому из вас, всем министерствам и ведомствам, оргкомитету, который приложил свои усилия для того, чтобы проект состоялся и для того, чтобы он дальше продолжался. Наша задача не только трезвые села, наша задача, чтобы наш Башкортостан был трезвым всегда и передовым. За трезвый Башкортостан, друзья. Спасибо. Спасибо, Салия Шерифьяновна. Хурматулла Газалиевич. Хәйргиз кадерле ямагат, бөтен дөнья башкортлары курултайы исеменнән бүгенге катнашучыларны һәммәһен дә ихлас күңелдән кайнар котлайм, чөнки бүген еңелүчеләр юк. Һәрбер катнашкан авыл, һәрбер катнашкан каласак дип әйтәйек инде, калалар һәммәһе дә еңелүче дип әйтергә кирәк, чөнки хатта кай вакыт үзеңнең гаиләңдә тәртип урнаштыру кыен. Ниндидер авылда, районда бөтен кешене бер фикергә туплап, бер юнәлешкә каратырга, миңа калһа, ул еңел эш түгел. Шуңа күрә монда алда ултыра һәммәһе дә елмаешып район җитәкчеләре, уларга был эштә сабырлык, әлбәттә үзегезнең эргәгездә ярдәмчылары булганда, безнең эшебез алга барыр. Еңү ул бер әйбер, еңгәнде тотып, киләсәккә алга карау икенче. Шуңа күрә безне әле алда зур еңүләр һәм һынаудар көтә. Байрам менән, кадерле дуслар. Хөрмәтле Газали улы, Салия Шерифьян кызы, дөем фото төшүгә һәйдә сакырабыз. Сәхнә уртаһына рәхим итегез, һәдә иркенләп торыгыз. Әйтәгез, бәлки ханымда да алгарак куяйык, ысынып та шулай. Хөрмәтле ир-егетләр, һез сак кына арттарак басһагыз яхшырак булыр. Те, кто повыше, могут занять место во втором ряду. Әбеди алкышлайбыз, хөрмәтле дуслар, елмайһындар әйдә, куанһындар. Зур рәхмәт сезгә. Артабан да ушулай уңышлы эшләүгә дәвам итегез. Ну что, Лилия, как тебе наши трезвые села? Я в восторге, и мне даже чуточку грустно от того, что церемония награждения, она вот с каждой минутой близится к концу, но я уже в предвкушении 2021 года. Һез көтәһегезме? Аяк авыл 2021-дә. Әзерләнсәкһегезме? Райондарыгызга, авылдарыгызга кайткас, бездән Өфөнән ихлас сәламнәр иткерегез һәм Аяк авыл 2021 конкурсында катнашучыларга уңышлар теләгез, яме? Әйдәгез, алкышлайык әле.
башына, шексіз далалар қаршына, тыңғай бермей хаман ойлар, қара пилға ағышына. Бұл дүнияда бір яшау бар, халқың үшін жан беру бар. Шул икесе арасында бір селкеткен ялдану бар. Кер күкрәкне сал урамны, тарихта қалсын халқыңданы. Бір туктамай шапсын атлар, жер хуҗалары без башкортлар. Халқың язмышы кулыңа, сүннәс кусы булып яна. Аманатка тугры булып, жан кызганмай атла алга. Дошман килсә сиңа таба, яшермә туры кара. Гелис татып шушы сүзләр, дала булыр сиңа һәммәгә. Кер күкрәкне сал урамны, тарихта калсын халкыңданы. Бер туктамай чапсын атла, жер хуҗалары без башкортлар. Кер күкрәкне сал урамны, тарихта калсын халкыңданы. Бер туктамай чапсын атла, жер хуҗалары без башкортлар. Мен кыпчак унлар, бары бергә без башкортлар. Танып елдә каршын дуан, тазлар Катай, Гайнә, Тамян, Кыргыз канлы һәм башкалар. Бары бергә без башкортлар. Кер күкрәкне сал урамны, тарихта калсын халкыңданы. Бер туктамай чапсын атла, жер хуҗалары без башкортлар. Кер күкрәкне сал урамны, тарихта калсын халкыңданы. Бер туктамай чапсын атла, жер хуҗалары без башкортлар. Хаят Исмаил дуэты Туймазы. Вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Раз мальчишечка родился, да в целом свете сирота. На дворе ненастье, видно, радость полюбилась мне девчонка красота. Вот горе несчастье, что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Я бы рад ходить почаще, да только нет твоей вины. На дворе ненастье, вашей ласковой собачкой мне порвали все штаны. Вот горе несчастье, что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Давай, 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 хоп, 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 хоп. Опа!
свидание не приходишь, а приходишь, так молчишь. Вот горе, несчастье, загорелась полынь в поле, да не зальешь теперь водой. На дворе ненастье, изболелось мое сердце по тебе лишь по одной. Вот горе, несчастье, что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Эх, что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветру шумишь. Эх, что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Эх! Вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветра шумишь. Эх, что ж ты, Маша, моя дорогаша, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Что ж ты, роза, вянешь без мороза, горькая осинушка, да без ветра шумишь. Эх, эх, досада моя ненагляда, мимо ходишь и ни слова мне не говоришь. Все! Кавер-трио «Настройка», народный ансамбль танца «Миляж», ансамбль народных инструментов «Наумовский Лашкари», Стерлитамакский район. Только такими и быть нам вместе, в едином роду, Богом краю незабытом, с думой народной в ладу. Biz bulhaq şolay bulabız. Yartılaş tugel bütün. Biz yaşaybiz yerimizde. Süyüp halk ümitin. Пусть живут деревья, зреют травы, в зелени купаются цветы, бьют ключи. И в голубой оправе солнце им сияет с высоты. Бездің данлы ауылдар, һеҙҙә бездің тамырдар. Сәләмәт тормыш булһа, рух, тәрбие алдан барһа, дуҫ булһалар халыҡтар, йәшәр бездің ауылдар.